В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. В Мархе на подростка напали собаки. Ребенок доставлен в больницу. В Нерингере проведут проверку по факту двойного начисления платежей за мусор. Жильцы домов жалуются на управляющие компании. Где парковаться во время Кубка мира по вольной борьбе? Оргкомитет утвердил схему расположения парковочных зон в Якутске. 5 видов вероятных мутаций за 4 часа. Научное исследование генетиков СВФУ стало одним из лучших проектов стартап-тура Дальнего Востока. Скверы, парки или площади в Алдане выбирают территории для благоустройства. Якутская лайка по кличке Сыдам получила звание «Гордость России» на международной выставке собак «Евразия-2019». В Якутске собаки напали на школьника. 2 алабая накинулись на ребенка на 7-м километре Маганского тракта. Отбили пострадавшего прохожие. Вызвали скорую помощь. С места происшествия его доставили в медцентр. Врачи оказали школьнику необходимую помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Напомним, что ситуация с бродячими собаками сегодня напряженная. Проблемы в первую очередь возникают с отловом животных в связи с тем, что финансирование в этом году в мэрии на эти работы сократили в 4 раза. О том, что в Якутске проблемы с отловом диких животных, говорят цифры. В столичном пункте передержки животных на сегодняшний день содержится всего 40 собак. Согласитесь, для города, где собаки бегают стаями и нападают на прохожих, цифра ничтожно мала. Кстати, отлавливают вместе с собаками и кошек. С каких округов столицы жалуются на безнадзорных кошек горожане? И сколько всего животных находится сегодня в пункте передержки, в материале Дмитрия Тымырова. Десяток заявок в сутки. Бесперебойная работа по отлову безнадзорных животных идет каждый день. Если пару месяцев назад горожане жаловались на безнадзорных собак, то сегодня, по словам работников пункта, участились жалобы на кошек. Хочу заметить, что очень много брошенных щенков, кошек в подъездах особенно. И постоянно отлов идет по подъездно. Очень много кошек. Прямо как будто это нашествие какое-то кошек. Я раньше такого не замечала, конечно. Самое большое количество заявок по безнадзорным кошкам поступает из строительного округа столицы. Затем промышленного округа, далее идут Сайсарские и автодорожные округа. Почему-то жители именно этих районов города жалуются на подброшенных котят и голодных кошек в подъездах. Вместе с тем праздничные выходные дали работникам пункта передержки животных возможность раздать кошек и собак. Только за прошлую неделю пункт устроил в добрые руки более 100 животных. Первый месяц, января и начало этого февраля щенят много приводили. Этого. На улице бросали и в основном на подъездах переносили. Ага. Люди разобрали. Сейчас щенков маленьких нету. Хорошо берут щенков. Ну, люди, конечно, да, в основном берут на охрану. Кто-то начинает с щенка, чтобы привык к человеку, который они хозяевам привыкли. Есть, которые взрослые сразу берут для охраны частного сектора, да, есть такие. Все животные в пункте передержки проходят обязательный осмотр ветеринара и чипируются. Здесь отмечают, что случаев, когда забирают животных и затем возвращают, не бывает. Сегодня в передержке находится 91 животное. Из них 18 – это кошки и котята, 41 собака и 32 щенка. Работники пункта передержки животных надеются, что безнадзорных животных будет меньше. А тем, кто уже приобрел себе пушистого друга, просят быть ответственными, следить, ухаживать и не бросать их. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске определена схема расположения стоянок и парковочных зон для участников и зрителей Кубка мира по вольной борьбе, который стартует на этой неделе. Всего выделили 6 таких парковочных зон для зрителей и болельщиков, их 2. Одна из них на 500 мест располагается на территории между Сайсарским мостом и домом по улице Дежнева. Парковку номер 2 на 300 мест решили сделать на территории квартала 79. Ее окружают улицы Петровского, Аюнского, Калдрашвили и Белинского. Места для автомобилей
автомобилей почетных гостей, судей, представителей средств массовой информации, организаторов, тренеров и команд выделили на территории Центра спортивной подготовки «Триумф» рядом со стадионом «Юность». Центр спортивной подготовки «Триумф» у нас будут закрытая территория, пропускная система будет работать. То есть все территории, которые я озвучил, они очищены от снега на сегодня. Да, будут установлены соответствующие знаки, дорожные знаки, парковка. И также будут у нас ответственные сотрудники дежурить во время проведения этих мероприятий. А также со стороны ГИБДД будет работать патрульная служба. В Ленске в речном порту полным ходом идет подготовка к навигации. Производятся основные ремонтные работы техники, как портальных кранов, так и плавучих средств. С приходом теплой погоды сотрудники Ленского речпорта вышли на улицу очищать от снега механизмы. На выморозке находится теплоход «Юрий Арбатский». Работники приступили к ремонту корпуса судна, руля и других частей, требующих исправления неполадок. Подробности в материале Анны Кожевниковой. Ему за 30. Если для человека это прекрасный возраст, то для теплохода уже преклонный. Юрий Арбатский в навигацию выполняет рейдово-маневренные работы в Ленском речном порту. Для его бесперебойной эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием судна. Если зимние морозы не позволяли производить ремонтные работы корпуса, то с наступлением весны сварщики, слесари и другие так называемые лекари приступили к своему делу. За долгие годы использования теплохода, конечно, идет износ. Если люди медосмотр проходят ежегодно, то судно раз в 4 года. Специальная комиссия обследует теплоход и делает назначение для устранения неполадок, чтобы через пару месяцев Юрий Арбатский почти как новенький спустился на воду и услышал привычную команду «лево руля». Помимо, значит, этих наружных корпусных работ, в машинном отделении там частичная замена систем водоснабжения, ремонт двигателей. Эти высоченные железные цапли тоже пока бездвижно спят над покрытой льдом Леной. А детали их механизмов приводят в исправный вид в цехах. Для того, чтобы в самый ответственный момент не случилось неполадок, которые приведут к сбою всей системной и отлаженной работе по доставке груза, после завершения очередной навигации необходимо тщательно осмотреть краны и привести в порядок каждую деталь. Снимали с портального 5-го поворотный редуктор. Разбирали тут, зачищали все, заменяли запчасти, теперь собираем в обратном порядке. Это только маленькая толика той работы, которую в зимний период выполняют сотрудники Ленского речного порта. Объемы немалые, ведь к навигации надо быть во всеоружием. А тем более в эту навигацию 2019 Ленский речной порт войдет в новом статусе. С января 2019 года Алмаздуртранс акционерной компании «Алроса», подразделением которого является Ленский речной порт, стала полноправным самостоятельным юридическим лицом, обществом с ограниченной ответственностью «Алмаздуртранс». В этом году Ленский речной порт должен переработать 145 тысяч тонн для алмазодобывающей компании. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. В Нерингре проведут проверку по факту двойного начисления платежей за мусор. Управляющая компания «Жилремсервис» выставила своим жильцам квитки с дублирующими услугами. Нерингринцы вынуждены были обратиться в Министерство ЖКХ Якутии. В ситуации разбиралась Сусанна Рожина. Если в Якутске всю прошлую неделю решали вопросы со своевременным вывозом мусора из жилфонда, то в Южной Якутии выявлен случай двойного начисления платежей за вывоз мусора с населения. Проведем проверку, и по результатам, управляющая компания будет наказана, поскольку нельзя одновременно начислять, и за жилищные услуги, и за коммунальные услуги. Это нарушение закона. И, во-вторых, за двойное начисление мы направим материалы в правоохранительные органы, поскольку это есть признаки, указывает на мошенничество, то есть присвоение денежных средств граждан. Управляющая компания по закону будет привлечена к административной ответственности, и она должна будет в обязательном порядке провести перерасчет для населения. А также по этому факту будут проводить проверку и правоохранительные органы. Обязательно перерасчет должен быть. Согласно новому закону, с 1 января этого года в платежных документах населения появляется новая строка обращения с твердыми и коммунальными отходами уже в составе коммунальных услуг. Платежи за мусор теперь исключены из жилищных и переведены в коммунальные. В благоустроенном жилье это содержание контейнерных площадок, а в неблагоустроенном и в частично благоустроенном это вывоз мерзлых бытовых отходов, вывоз МБО.
Все остальное, все остальные услуги, они должны отражаться по строке, еще раз, обращение с твердыми коммунальными отходами. Если вы заметили подобное двойное начисление у себя в платеже, то необходимо обратиться в управление Госстройжилнадзора и управляющую компанию, чтобы ввели правки и сделали перерасчет. Там, где мы, значит, ситуацию мониторим через биллинговую систему именно государственного уровня, то там таких ошибок нет. Как пояснил нашему телеканалу региональный оператор, в Южной Якутии собираемость по тарифам за вывоз мусора составляет лишь 40%. Большинство населения и юридических лиц не платят за новую услугу. В конце марта региональный оператор по Южной зоне уже собирается подавать в суд на неплательщиков. Получается, что кто-то совсем не платит, а с кого-то берут двойные платежи. Напомним, что за счет новых платежей с населения в Якутии будут вести строительство 3 новых полигонов в Якутске, Нерингре и Мирном. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск. Тем временем более 1000 кубометров снега и льда вывезено в отвалы из города Нерингри. Во время гололеда травматизм возрастает здесь в 2 раза. Также гололед является причиной дорожно-транспортных происшествий. Какие меры принимаются для профилактики, узнала Александра Цыбикова. Во время гололеда пешехода подстерегает опасность подскользнуться и упасть. Во избежание случаев подобного травматизма Управление городского хозяйства города выполняет ежедневные объезды и мониторинг выполненных работ. На сегодняшний день в целом по городу очищено 5600 квадратных метров и вывезено в отвалы более 1100 кубических метров снега и льда. Ежедневно объезд города, смотрим, как идет работа. Конечно же, мы сейчас наблюдаем над тем, чтобы был вовремя убран снег. Первое, да. У нас в городе 33 каменных дома имеют скатную крышу, с которых надо обязательно снег счищать. И 58 домов деревянной застройки, они все скатные крыши имеют. И, конечно же, это все должно быть вовремя убрано. Мы этим сейчас занимаемся. Дорожные службы города ведут работы в 2 смены. Производится утренняя, первичная и вечерняя, вторичная посыпка отсевом. Но в этом году весна в Нерингре особенно радует своим солнышком, а это значит, в течение дня снег подтаивает, трамбуется, образуя тонкий настил, который вследствие замерзает и превращается в каток. Он может себя включать как предостережение, представление, так и возможно привлечение к административной ответственности. А в настоящее же время прокуратурой города Нерингри принимаются превентивные методы реагирования, а именно организациям объявляется предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства. Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травм. Подготовьте малоскользящую обувь и будьте бдительны за рулем. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерингри. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. АМГА готовится к играм народов Якутии. Ход работ проверил глава региона Айсен Николаев. 5 видов вероятных мутаций за 4 часа. Научное исследование генетиков СВФУ стало одним из лучших проектов стартап-тура Дальнего Востока. Скверы, парки или площади в Алдане выбирают территорию для благоустройства. Якутская лайка по кличке Седам получила звание «Гордость России» на международной выставке собак «Евразия-2019». В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Руководство республики проверяет ход подготовки к 7-м спортивным играм народов Якутии. Сегодня делегация во главе с руководителем региона Айсеном Николаевым посетила Амгинский улус. Напомню, игры пройдут с 3 по 8 июля. В первой половине дня делегация посетила село Битюнь, где строится школа на 220 мест и спортивный зал по адаптивным видам спорта. Далее рабочая группа осмотрела строящееся здание спортивного зала в селе Чапчилган. Завершая рабочую поездку, делегация отправилась в село Амга, где в прошлом году были введены главные объекты игр. Это стадион на 3000 мест и многофункциональный спортивный зал. У нас уже стадион, многофункциональный спортивный зал здесь в Амге уже введены, уже эксплуатируются, и уже много людей ходит, занимается в этих спортзалах. Также сейчас ведется активное строительство спортзалов в селе Битюнь и Чапчилган. Они будут завершены строго в срок, никаких там запаздываний нету, и уверен, что спортзалы качественно будут построены.
Если говорить о дорожной инфраструктуре, то здесь у нас тоже большие планы. Должны быть отремонтированы улицы в селе Амга, Бетюнце, Чапшелган, а также участок нашей региональной дороги от Амги до Бетюни. Научное исследование генетиков с ВФУ «Саха-биочип» стало одним из лучших проектов стартап-тура Дальнего Востока. Особенностью изобретения Саха-биочипа является то, что за 4 часа исследования выявляется сразу 5 видов вероятных мутаций. Для диагностики необходим биологический материал, кровь или слюна. По словам генетиков, благодаря скорости и точности изобретения выявляются генетические заболевания, распространенные среди населения республики, такие как низкорослость и глухота. Мы выбрали Трием-синдром, СОП-синдром, тирозинемию, метгемоглобинемию и глухоту первого типа. Вот эти болезни наиболее распространены у жителей нашей республики. Для того, чтобы сделать профилактику, мы хотим внедрить вот эту диагностику в дальнейшем в пренатальный скрининг и в скрининг для массовый скрининг для всех желающих. И продолжая тему медицины, 119 врачей и 27 фельдшеров в этом году поедут работать в сельские больницы. Все они будут трудоустроены по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Проект предусматривает выделение 1 миллиона рублей врачам и 500 тысяч фельдшерам, которые в течение 5 лет будут работать по договору в сельской местности. Напомним, что в регионе за 6 лет реализации программы «Земский доктор» более 700 врачей приехали работать в районы и села Якутии. Вместе с тем кадровый вопрос остается актуальным. Проблема нехватки узких медицинских специалистов остро стоит в отдаленных арктических улусах и промышленных районах. На сегодняшний день мы ждем нормативно-правовой акт по снятию ограничений по возрасту. И, конечно, это очень отрадно в связи с тем, что поедут в наши районы высококвалифицированные специалисты, вне зависимости от возраста. То есть раньше, если был 50 лет, предельный возраст участника по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», то на сегодняшний день эти ограничения будут сняты. 17 тысяч километров по бездорожью путешествия из Мурманска на Камчатку. Российские путешественники впервые пройдут такое расстояние за полярным кругом. Снегоходный пробег по всей арктической зоне охватит несколько регионов страны, в том числе и Якутию. Группа путешественников состоит из 3 человек. Местные 3 человек – это жители города Магнитогорска, Челябинской области. В 2013 году группа уже проходила маршрут от Мурманска до Чукотки. Протяженность тогда составила 11 600 километров. На этот раз команда рассчитывает существенно улучшить свой рекорд. Дальнейшим развитием проекта может стать регулярный трансроссийский снегоходный пробег с привлечением команд производителей снегоходов, либо ежегодная эстафета на снегоходах по северным регионам, территориально соприкасающимся с Заполярьем. Напомним, что группа стартовала 11 января. В настоящий момент они движутся по территории Якутии. На днях экстремалы прибыли в Тикси, но остановка была недолгой. Сейчас группа приближается к Чукурдаху. А дойти до Камчатки и закончить путешествие планируют к концу апреля. Это впечатление моря, красивые места. Это и моря, и национальные парки. Люди, встречи с людьми. Животные, достаточно большое количество медведей, волки, овцы, быки. Интересно. Самое погодное стечение обстоятельств, вот скажем, у вас здесь полное отсутствие снега запомнилось. Да погода нормальная, мы обычно стараемся, если сильная пурга, то мы стараемся где-то ее пережидать. Якутская лайка по кличке Сыдом получила звание «Гордость России» на международной выставке собак «Евразия-2019». Сыдом завоевал 1-е место в своей возрастной группе и 2-е место среди всех лаек. На выставке эксперты Международной кинологической федерации признали якутских лаек лучшими по генетическим признакам и родословной. Это может стать шагом к международной славе. Подробности в материале Саргаланы Федоровой. Сыдому 3 года. Хозяева взяли его из питомника этнокомплекса Чучур-Муран, когда ему было чуть больше месяца. Свои способности он начал показывать, еще будучи щенком. В 3 месяца он стал чемпионом по преодолению полосы препятствий среди собак своей породы. Как истинная якутская лайка, он легко переносит суровую зиму. Сыдом – надежный хозяин двора. Теперь хозяева планируют обучить его охоте. В принципе, у него есть инстинкт, потому что когда по лесу бегает, он гоняется за бурундуками, там птиц поднимает. Узнал, что есть в Магане питомник, где обучают собак охоте.
Вот в мае туда я его отведу на недельку, пусть сам с ним позанимается. Цидам – отличный компаньон для активных людей. Он сильный, выносливый, быстро дрессируется, хорошо запоминает команды и не боится никаких препятствий. Возрождением породы якутской лайки занимается питомник Чочур-Муран. В питомнике содержится 72 собаки. Эти лайки – держатели генетического кода редкой породы. Отрадно, что в этом году Кинологическая федерация России приняла решение выставить поголовье якутских лаек экспертам-кинологам международного уровня. 10 членов ИЦИ, они вот все посмотрели наших собак и приняли единогласное решение о начале процедуры признания якутской лайки. С якутскими лайками можно и ездить, и охотиться. Они не доставляют особых хлопот. Зимой едят всего один раз в день. Питаются мерзлой рыбой. Лайки очень популярны для покупателей за границей. С Бразилии берут, я вот не знаю, как он будет лето сейчас этот. С Болгарии берут, с Швейцарии, с Гренландии, с Канады брали. Якутские лайки постоянно в строю. Летом катаются на велокатах, зимой на нартах. У многих есть охотничьи инстинкты. Ищут следы косуль, выслеживают дичь. Таким образом, аборигенная порода продолжает свое развитие. И, возможно, совсем скоро получит международное признание. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск. А далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Алданского района. Я слово передаю моей коллеге Татьяне Вахниной. Здравствуйте. Скверы, парки или площади. В Алдане прошло голосование за территорию, которую необходимо благоустроить. Средства будут выделены из республиканского бюджета по программе «Комфортная городская среда». На голосование были представлены 4 территории. Это парк чекистов, площади Ленина и Дворца культуры и городской сквер. Проект-победитель определился большинством голосов. Это городской сквер отдыха. В рейтинговом голосовании приняло участие 2653 человека. Большинством голосов, это 2414, отдали непосредственно за городской сквер, который находится на улице Ленина. Телегу, как известно, нужно готовить зимой, а помнить об опасности энцефалитного клеща впору весной. Потеря речи, нарушение координации и паралич – такими могут быть последствия отдыха в тени деревьев. В Алданском районе случаи укусов клеща регистрируются ежегодно. Если клещ инфицирован, сделать безвредным его укус может только прививка. Весна – оптимальная пора для проведения вакцинации. Иммунитет вырабатывается через несколько недель. Ежегодно у нас в районе вакцинация проводится, прививаются люди из группы риска в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 10 марта отмечается День архивов. Алданский архив в Якутии 5-й по величине. Его богатство насчитывают 42 тысячи единиц. Архив – структура живая. Ежегодно он пополняется на 1500 единиц в год. В обязательном порядке документы в хранилище сдают 22 организации. Архивные материалы весьма востребованы. Большинство поступающих в хранилище запросов социально-правовые. За историко-краеведческой информацией обращаются научные и творческие работники. Большую работу архивисты ведут на предприятиях по вопросам упорядочения официальных документов. Такой вид документа, он как заброшен, не скажешь, конечно, что это дело заброшенное, но порядка нет. В Алдане появился клуб мастериц. Он образовался всего месяц назад и объединил 17 умелец. Макраме, вышивка, глиняная лепка, рукодельницы создают настоящие шедевры. Учредительница клуба Наталья Труфанова занимается плетением. Шляпки, корзины, сувениры, в личной коллекции сотни изделий. Ранее Наталья, а по профессии она экономист, плела только в свободные от основной работы часы. Теперь увлечению посвящает все время, а также передает опыт интересантам. У нас в клубе 17 человек, 17 мастериц. Все такие замечательные, у них такие шедевры, у них такие работы, просто вот любоваться только стоит. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией.